crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River, and me. Wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after that same rainbow's end, waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River, and Дни у нас короткие. Уже на улице темнеет. Начинает темнеть. Это... Папа, я сейчас чайку попью. Попью чайку и покажу одну вещь. И покажу как устроены крепления. Как устроены крепления на моих лыжах. Чай это хорошо. Сегодня утром было 21 градус, но сейчас теплее стало. Градусов 15, наверное. Так что на улице не так холодно. Ну-ка. В крайнем случае можно и так даже отдыхать. На одной палке. Если сзади под спину коврик постелить, это я ведь сделал. Как мне советовали многие товарищи сделать в палатку кровать Бреева. Я сделал ее. Правда, еще не ходил, но потом, когда пойду в лес или на рыбалку, то испытаю ее. Она легкая, ничего не весит. Вот. А сейчас просто я еще дополнительный карман пришил. Вот, и испытываю я как кресло. Вот так, просто привязал кверху и сел, и все. Нормально. Хорошо, горячий чай. Если снимает, а я думал, уже не снимает, ладно. Вот я принес лыжины две. Просто покажу, как устроено крепление. Вот так устроено крепление. Видно же, да? Здесь просто на саморезе привернута резинка, вырезанная из машинной камеры, так, чтобы она немножко пружинила. И тросик
миллиметра 4, да, наверное, 4 миллиметра тросик. Вот сплетенный вместе, уже под размер ноги, и вот чтобы до сюда. Вот. Здесь укрепление есть. Ну, просто из обычных мягких креплений сделал дужку. И впереди такую дужку. Вот она, впереди дужка. Вот это. Чтобы нога не уходила вперед. Одевается очень просто. Вот. Вставляется нога. Потом вот тут саморезы есть. Сюда и сюда зацепляется. А чтобы натяжение более сильнее сделать, это разная обувь. Я на разной обуви ходил. То здесь есть, впрочем, 2 самореза. И за ними просто вот так раз и 2. Вот. Ботинок сидит здесь довольно-таки надежно. Я уже, наверное, 3 года хожу с этими креплениями. Они меня устраивают. И по лесу хожу, и по тундре хожу. Вот. Очень легко снимается, когда если куда-нибудь забурился глубоко в снег, шевеля ногой, вот, то можно очень легко скинуть крепление. Не надо мучиться, раскапывать все. Скинуть и вытащить рыбу. И не рыбу вытащить, а вытащить лыжу. Вот. Не знаю. Здесь изолентой замотал, чтобы видно было, где пятка. Вот такая конструкция. Очень простая. Ну и, я бы сказал, простая и рабочая конструкция. А еще у меня я сделал еще... Опа! Одну палку возьму. У нас снег глубокий, так что лыжных палок не продается под нашему снегу, чтобы были наконечники такие у лыжных палок. И наконечников уже не продается, как раньше были советские, помните такие? Или кожаные, или тряпичные, брезентовые. Вот. Так я сделал, просто металлическое кольцо согнул, вот как я там его изолентой скрепил, и пришил капроновые нити крестом. Вот так. Ну как там показать, даже не знаю. Ну вот так, видно, да? Я побольше сделал, диаметр побольше, чем на обычных советских. Вот. Ну и как-то здесь прикрепил, даже уже не помню. Наверное, маленькую дырочку просверлил и проволочкой закрепил, или как-то, не помню уже, даже не знаю, как сказать. Вот. И вот этот диаметр по глубокому снегу нормально. Можно упираться в глубокий снег. Он далеко не проваливается и легко отряхивается. И он вот такой пластичный, гибкий может. Ну тоже давно служит. Не знаю сказать, надежный, но года тоже 3 уже сделал, хожу уже. Так что нормально. Эти вещи нормально, потому что они сделанные просто из собственного опыта. Вот. Как чувствовал, надо сделать, как меня устраивало, так я и делал. Если что не устраивало, немножко переделывал, подгонял, так, чтобы эти все предметы работали в лесу. Вот и все. А выглядят они неказисто, ненадежно могут выглядеть. Это какая разница, как они выглядят. Самое главное, как они работают. Помогают чувствовать в лесу себя защищенным и надежно. Или постоянно не помогают, кувыркаются, там, ломаются. Вот. Так что все эти мелочи должны быть, конечно, устранены. Потому что тайга — это такая штука, что если что-то ты не доглядел, птицы прилетели. Если что-то ты не доглядел и не доделал, то именно это тебя и подведет. Именно от этого ты будешь страдать и получать трудности. Вот такие. Я сейчас еще... Вы же видели, как я
ходил по лесу на лыжах. Как бы нормально. И подымался, и лесенкой, и елочкой, и скатывался. Крепления держат. Вот и все. Тут даже и нечего сказать. Я-то покажу, как они одеваются. Опа! Вот. Одеваются они очень просто. Так же, как и снимаются просто. О, ну вот. Короче, вставляйте ногу сначала сюда. Раз. Вот сюда вставили. Потом опустили до пяточки. И закинули сюда. И все. Крепление стоит. Крепление работает. А чтобы усилить, вот, если надо, чтобы сильно нога крепко стояла, то вот сюда раз, закидываете, раз, два. У нас получается еще более, ой, ниже, да? Так, сверху. Вот, натяжка еще более сильно получается. Ну, а так и так ходит. Как бы нормально. Вот такое крепление. А чтобы снять, снимать тоже очень близко, быстро. Раз, два. Даже одну можно снять. И все. Вот нога свободна. Вот такие дела.